Показ интерактивной новогодней сказки. Называется она «Сказ о Никите Стрельце и Свияжском прянике». Эта сказка необычная. Ее показывают не только артисты, но сюжет этой сказки создают сами зрители. То есть они с самого начала начинают принимать участие в сказочном представлении. Они помогают героям преодолеть все трудности для того, чтобы добиться успехов, чтобы помочь спасти, естественно, Новый год, праздник по традиции, помочь Деду Морозу, Снегурочке и главному персонажу Никите. Никита — сказочный персонаж, который попал на чудо-остров совершенно случайным образом, который совершенно не думал о том, что он попадет в такую ситуацию. И для того, чтобы выбраться с этого острова, попасть в мир настоящих людей, ему необходимо преодолеть множество испытаний. Барыня, 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 барыня. Во время святок обязательно нужно было веселиться, желать благополучия, ходить из дома в дом, поздравлять друг друга. Смысл заключался в том, что люди обменивались энергией, желали добра и благополучия на весь следующий год. В этом смысл колядок, песен благопожелательных, добрых песен, которые были адресованы колядовщиками, людьми, которые ходили из дома в дом, хозяевам. А хозяева, конечно же, благодарили, могли одарить денежкой, монеткой, говорили: доставайте сундучки, открывайте пятачки, сладостями выпекали разные козочки, фигурки, да, печенье разных форм были, козюльки разные, печеньки так и назывались. Открывай, коляда пришла, добра принесла. Хозяин, разреши под окошком встать, колесу покликать. Коляда, коляда. Хозяюшки, мама моя дедушка, соседушка. Ой, какой хозяин-то щедрый, уж угощение принес. 15, 17, 18.